Начинается эта война на БТ, меренье вот этими, у кого круче яйца между Казаковым и Марковым. Казаков вел грязную игру, Марков вел красиво. Он бросил такую фразу: «Я создал и тебя, и Озаренка». Пацаны, Озаренок в какой камере сидит? Вітаю, сябры, мяне завуць Наста Роўда, вы на канале ТОК. І сёння мы з вами размаўляем з журналістам, колішнім вядоўцам Зоны X на БТ, а таксама экс-палітзняволеным Змітром Лукшым. Зміцер, вітаю. Привітання. Ты працаваў на канале, калі кіраўніком агенцыі Теленовинс стаў Иван Эйсмонт. Что ты можешь про его сказать? Он всегда был хорошим парнем. Ваня. Вот он не был никогда Иван Эйсмонт, он был Ваня. В хорошем понимании простой, хороший парень. Может быть, что-то переломилось, я не буду говорить, но у меня в памяти это человек, с которым даже я сейчас, если я увижу его в Минске, или он подойдет, я буду сидеть за столом с друзьями, подойдет Ваня и скажет: «Привет, Дима», я скажу: «Здравствуй, присаживайся», и пожму ему руку. Он у меня в памяти хороший человек остался. Да, возможно, сейчас какие-то перегибы в его, и, возможно, он изменился, но я его запомнил хорошим парнем. Хорошим парнем. И в довесок к своему мнению я скажу, что когда меня судили, и когда я пошел знакомиться с делом, ну, когда дело по мне уголовное закрыли, я иду знакомиться с делом, и там, естественно, помимо каких-то доказательств, всего остального, там твоя характеристика как человека, как всего остального. Была характеристика с Белтелекомпании. Я слышал разные истории, что давали характеристики разные компании, газеты, редакции, очень плохие характеристики, что там человек пьющий и все остальное, прогулы. А у меня была характеристика нормальная. Ваня дал мне характеристику по факту. Был такой сотрудник, вел такую-то передачу, зарекомендовал себя опытным, талантливым журналистом, уволился в таком-то году, отношения с Белтелекомпанией не поддерживал, за время проявил себя ответственно. То есть нормальная характеристика. Не было какой-то чернухи, не было каких-то там наговоров. То есть, ну, если мы пересеклись бы где-то, ну, я не пройду мимо, я не брошу какой-то волчий взгляд, я как минимум захочу с ним поговорить, узнать, а такой ли он остался. Вот мне, возможно, даже это будет интересно, а такой ли он, потому что у меня в памяти нормальный парень. А як ты лічыш, сваім кар'ерным ростам ён абавязаны жонцы Наталлі Эйсмонт, якая прэс-сакратарка Лукашэнкі, ці гэта ягоныя ўласныя заслугі? То, что он был какой-то менеджер уровня вау, я не скажу. То есть, ну, да, хороший человек, да, хороший руководитель. Насколько это могло так быстро продвинуть его по карьерной лестнице, я скажу, что это очень быстро. Очень быстрый взлет, потому что Ваня был простым ведущим новостей, по-моему, потом его вот поставили вести Зону X, потом там, ну, то есть он очень шел плавно и шел как стандартный журналист, то есть, ну, да, он на виду, то есть ни вверх, ни вниз, просто он плывет, и потом резко, он замдиректора АТН, потом он глава АТН, потом он, кто он там, зампредом стал, потом председатель. Да, это очень крутой рост. И я думаю, да, Наталья Эйсмонт, ну, она сыграла свою роль, безусловно. Возможно, это было, она не то, что там как-то говорила, что вот здорово бы моего мужа. То есть это просто даже красиво с точки зрения какого-то пиара, вот политического, да, социального, что глава БТ и пресс-секретарь президента муж и жена. Ну, это интересно. Даже вот простому обывателю это красиво как-то смотрится так, ну, красивая обложка такая. Возможно, кто-то это подсмотрел. Что, мол, смотрите, есть же там хороший парень у нас где-то в антресолях лежит. Можно его как-то, давайте чуть выше. У него же жена, вы знаете, с кем работает? Возможно, было сделано так. Но я не думаю, что... Хотя черт его знает. Ну, это мое предположение, но то, что Наташа не сыграла какую-то роль, меньшую, большую, я думаю, да. Ну, плюс у Вани сестра серьезный журналист. Анна Эйсмонт, да. Она серьезный журналист. Ну, и она так само на БТ, их там трое працевало. Да, там нормальный клан Сопрано. И я к чему, что она не то, что классный журналист, но она стояла ну, не у истоков, она вот еще та старая, вот как я называю пацавацовское БТ, когда вот оно было БТ
И люди такие, БТ, родное наше, вот это вот телевидение, когда были классные концерты, я их еще даже ребенком помню, когда БТ было на белорусском языке, когда показывали концерты Вольского, когда вот этот мультиклуб выходил, когда у нас были свои передачи, когда у нас было свое шоу, которое появилось на российском телевидении годы спустя, «Карамболь», вот этот с Егором Хрусталевым, или когда вот этот формат, когда к тебе приходит знаменитый гость, и вот один на один вы разговариваете. Это же у нас у первых было. Хрусталев это сделал. У нас было классное телевидение. Потом оно... И вот Аня, она была вот тогда молодой журналисткой, я не помню, ведущей или кем она была, вот, но она была в той гвардии, я к тому, что вот она была... И именно вот эта какая-то броня на ней была, что она еще стоик. Вот она знает тех, кто сейчас где-то. Вот она такая. Поэтому, может быть, и Анна что-то там могла пролоббировать интересы брата, потому что она личность известная, она личность серьезная. Что там за, как я сейчас читал книгу Родзинского, «Бабий бунт» был, да? Что там сделали женщины, чтобы, возможно, помочь своему любимому мужчине? Но я думаю, в любом случае, Ивану Михайловичу повезло с женщинами в жизни, и вот они сейчас все втроем крепкие. А что ты можешь сказать про Наталью Эйсмонт? Потому что она ж так само долгий час на канале працевала. Слушай, опять, вот сложно мне судить людей, я с ними очень давно общался, я уволился с БТ в 2016 году. И вот насколько трансформировались люди за эти 8 лет, мне сложно сказать. Да, вот ты говоришь, Наталья Эйсмонт. Вот я не могу, Наташа. Но вот для меня она в памяти осталась Наташа, как и Иван Эйсмонт, Ваня. Наташа была, притом мы с ней работали, когда, опять же, я только пришел на телевидение, я работал в отделе культуры, и наш отдел размещался в одном кабинете с отделом регионов, где она была ведущей. Она вела проходные новости региона, где рассказывались о посевных, о том, там каких-то родах коровы и всего остального. Ну, то есть такие новости, И вот, она была веселая, ее все называли шумная. То есть она когда приходила, все знали, что Наташа пришла. То есть у нее всегда, она заходит в кабинет, то есть ты там приходишь к 9 утра на работу, там сон и что-то, где там кофе. Наташа приходила, у нее всегда была какая-то история. То есть она приходит, об этом слышал весь 7-й этаж, что Наташа сегодня белый кот в черное пятнышко перебежал дорогу. И она это так рассказывала, так смачно, это так вкусно. У нее голос еще такой низкий, что она, ребята, я сегодня проходила, пробегает какой-то, кто-то идет, а ты представляешь, он такой, да Наташа, блядь, мне на монтаж надо, иди ты своими котами. И она все, вот у нее эта харизма, она была вот такая. Потом, да, когда она стала вести главный эфир, да, немножко она изменилась. У нее уже появилась вот эта субординация какая-то, то есть, она уже была больше вот к небожителям БТ, но все равно, вот я даже не забуду, я вернулся тогда вот с месячной командировки, опять же, с тушения пожаров, и я захожу в здание с этими сумками, какой-то весь еще этот в копоти грязный такой весь, никакущий. И стоит Наташа, она идет на эфир или что, и она такая, ой, Димка, ты вернулся, мы ж так за тебя. И то есть как-то вот по-доброму, по-теплому, то есть она так отнеслась, она, как ты вообще? Я говорю, все нормально, все там это. То есть, она у меня такое осталось в памяти. Да, потом, когда она совсем пошла, я с ней не общался вообще. То есть, во-первых, да, кто я был такой, я обычный криминальный журналист, она уже решает, раздает венцы карьеры и все остальное. Поэтому не могу сказать, какая она сейчас, но вот именно на то время, на вот 10-15 год, они у меня в памяти, и Наташа, запомнились, простые ребята, простые, да, карьеристы, да, возможно, карьера, такой вот резкий взлет, вот эта звездность, то, что они увидели в этом звездность, возможно, их испортило, потому что, да, потом некоторые моменты я так смотрю и такой, это Наташа, это наша Наташа. То есть, да, были, хотя, возможно, и они сейчас там на меня смотрели, ой, это наш Дима, ой, да, какой плохой мальчик. То есть, возможно, но, я говорю, просто вот память настолько их запечатлела такими, что, вот они у меня остались такие. Я очень хочу верить, что в глубине души они такими остались. Мне очень хочется верить, потому что, как я это называю, заводские настройки у них хорошие были. Не были они плохими людьми.
Не было в них этого, я даже скажу, не было в них какой-то подлости, какой-то пакости. И касаясь именно Вани и Наташи. То есть, опять же, это вранье, что их брак по расчету, что их брак пиар. Это, не при мне, но я видел, как у них развивался этот роман. Какой вот этот застенчивый Ваня был, все видели, что ему нравится Наташа. И какая боевая Наташа была, и все уже думали, ну когда вы уже, ё-моё. И вот когда они начинают встречаться, это реально все такие были. Это было мило. И это было видно, что это было искренне. То есть, и потом я где-то читал в интернете, что это пиар-брак, это придумала Аня Эйсмонт. Это было, те, кто работал тогда, это видели, это было искренне, это было красиво. Их отношения были невинны, в том плане, что это все было мило, как-то ухаживание. Я их там несколько раз видел, я там иду с девушкой своей, с будущей супругой в ресторан, они в ресторане сидят вдвоем, и тоже Ваня как-то так смущается, проходит мимо такой: привет, Дима. Я такой уже: привет, Ваня. То есть, мне там 19-20 лет, а Ваня уже был ведущий известный. Поэтому я хочу верить, что где-то там они еще такие же добрые, наивные, искренние, какие они были тогда, какими я их запомнил. Потому что, это правда. Да, я уже сейчас вижу комментарии под этим видео, что нет, там они такие. Я не берусь никого судить. Но у меня в памяти они остались именно такими. Они были когда-то добрыми, хорошими, искренними людьми. Это факт, под этим я подписываюсь. Я их видел такими, и никто меня не переубедит, что было не так, что они носили маски. Они были такие. Что с ними произошло? Даже когда я увольнялся с БТ, Ваня, не скажу, что поддерживал меня, но он, как-то там, ты держись, все будет хорошо. То есть, это было по-человечески. Дай бог, чтобы это осталось у них, потому что, дальнейшее, я не видел, как развивалась их жизнь, как карьера, может, какой-то надлом, перелом. Не буду судить. Да, вопросы были их, но, опять же, кто я такой, их судить, я другой человек, у меня другие были взгляды, у них появились другие, поэтому мы были на разных, скажем так, позициях, и, естественно, любая моя оценка их нынешних, это будет оценка негативная, потому что так уж сложилось, что я их оппонент. Вот и все. Хочу так само тебе спытаць пра цяперашняга міністра інфармацыі Марата Маркава, тому што ён калісьці быў намеснікам старшыні БТ, пасля пачаў кіраваць АНТ, і за час яго кіраўніцтва АНТ, канешне, удзелала БТ, стала нашмат больш папулярным каналам. Что ты про яго думаешь? Ты знаешь, сейчас после этого вопроса, я уверен, БТшники, бывшие, нынешние, не очень засмеялись. Как минимум, они смеются, потому что у нас с Маратом Сергеевичем интересные отношения были. Скажем так, из-за него я ушел с БТ. Да, то есть... Расскажи про это. Это была какая-то встреча сотрудников БТ. Было много алкоголя, было много веселья. И с телефона одного из сотрудников, который до сих пор сейчас работает на канале, одном из госканалов, я не знаю, кто он сейчас, было послано СМС Марату Сергеевичу очень конкретного характера с призывом пойти далеко и надолго. Этот инцидент повесили на меня. Что это сделал я? Ты этого не робил? Нет, я этого не делал, но почему это... Вообще я не знаю, почему это подумалось на меня, но как довод было, что когда мы этого человека, он тогда изрядно перебрал с алкоголем, и мы его, скажем так, грузили, доводили до машины, такси, чтобы он уехал домой, и в какой-то момент я забыл телефон. Я говорю, я сейчас бегаю, принесу. Я поднимаюсь в квартиру, приношу телефон, и посчитали, что в этот момент, когда я бегал и принес телефон, я отправил зачем-то Маркову это сообщение. Я пытался объяснить, что в принципе, не в моем жанре такие выходки, то есть я никогда не брал чужие вещи, тем более, шо к чему? То есть, да, если бы я хотел как-то так разыграть, хотя ничего себе розыгрыш, как-то там уколоть и что-то сделать, как минимум я не работал бы так пошло и банально. То есть, что это отправить? Это как-то... Поэтому, но тем не менее, это повесили на меня, и это был такой внутренний неплохой скандал. Марат Марков сразу занял позицию, что это я, и я пытался что-то объяснять, а я объяснял. То есть я говорю, что
Были намеки, что все участники этой тусовки нормально понесут наказание и все остальное. То есть, но у нас уже до этого с ним были вопросы, ну, не было у нас какого-то, скажем так, коннекта, потому что тогда начался раздел, скажем так, сфер влияния ВТН и вообще, наверное, вот на этом БТ-пространстве, где конкретно собиралась коалиция Маркова. И у Маркова была позиция: кто не со мной, тот против меня. Я не был с ним, и априори ко мне было отношение: ну, готовься, парень. Другой человек, скажем так, который пытался против него идти, он... Ну, я не скажу, что я был и в его коалиции, но меня туда относили. Тот человек немножко был наивен и глуп, надеясь свалить такую фигуру, как Марков, потому что Марков все-таки, ну, нужно понимать, что это за человек, нужно понимать его прошлое, потому что, ну, человек работал в администрации, и, в принципе, это умный человек. И вот, несмотря на наши натянутые отношения, это умный человек. Просто нужно было понимать, что как минимум в той ситуации переть против Маркова было глупо. Но вот начались эти внутренние разборки на БТ. Марков собирает вокруг себя коалицию, я в нее не попадаю, хотя меня звали туда. Конкретно было от одного человека предложение, что держись Маркова. Дима, надо держаться Маркова, это сила, за ним сейчас будущее БТ. На что я сказал, я сам принимаю свои решения, я буду с тем человеком, кому я верю. Я Маркова не знаю. Я верю тому человеку, с кем, кто идет против него. Мне с ним комфортнее. И постепенно, забегая вперед, я скажу, что Марков просто отщелкал всех, кто был против него. А ты можешь назвать, кто был супротив Маркова? Кирилл Казаков. Это бывший мой начальник Зоны X. Мы с ним когда-то хорошо дружили, но все это было когда-то. То есть сейчас я понимаю, что я делал очень глупо и наивно. И вообще в той ситуации нужно было занять единственно верную позицию, и это нейтралитет. На нынешний разум, на нынешний ум мне два эти человека некомфортны. Даже, опять не касаясь, сейчас это вообще отдельная тема, на тот момент я понимаю, что в то время мне с ними обоими было не по пути. Мне не нужно было идти ни с одним, ни со вторым, но я был такой наивный дурачок, который верил вот в это вот: мы же друзья, мы же с Кириллом друзья, мы столько прошли, а мы на самом деле ни хрена не прошли. Просто мне это очень умело подавалось в определенные моменты, что Дима, мы же с тобой много прошли. Да. А что мы прошли? Ну ты же сам все знаешь, Дима. Ну что я тебе буду объяснять? Мы же друзья. Мы друзья. Все. То есть вот как это было. А сейчас я понимаю, да, ребята, да какая дружба. Тем более, когда сейчас ты вообще другие ценности ставишь, ты понимаешь, что один тебя использовал, а второй тебя мог бы использовать. Просто ты выбрал ту зону абьюза, к которой ты привык. Поэтому меня, грубо говоря, разменяли. Это было так. Тем более тогда у меня были проблемы с военкоматом. Я не ходил в военкомат по призыву. И там у меня... Короче, я был такой максимально неугодный. Не то, что неугодный, я был очень угодный. То есть я был хороший журналист, я был перспективный журналист. Но было очень много... Я был максимально простая фигура, которую можно убрать. Потому что у меня были проблемы с учебой, у меня были проблемы с военкоматом. Все из-за того, что я бредил журналистикой, я бредил этой работой. И когда мне звонят и говорят, что: слушай, Дима, у нас сессия. Я говорю: ребята, а у меня съемки. Идите-ка вы, я пока не сниму сюжет, я никуда не пойду. То же самое, тебе повестка пришла. Слушайте, вы нашли с чем сравнивать. У меня тут задержание группировки и какой-то фрунзенский военкомат. Успокойтесь. То есть это было очень глупо, опять же, с моей стороны, но я был вот этот вот юношеский азарт. Он же знак равно глупость, что я не смотрел вперед, и я жил этим днем, что вот сейчас у меня есть работа, у меня есть журналистика, у меня есть съемки, и вот это так классно. И, естественно, накопились свои проблемы. И когда вот началось вот это прямое столкновение Маркова и Казакова, когда Казаков делает что? Он просто распускает, детский сад, когда распускаются просто какие-то слухи, какие-то
разговоры из оперы, из сферы, что не дружи с ним, он плохой, дружи со мной. А Марат Сергеевич делает классно, делает красиво, просто он отщелкивает окружение Казакова. В том числе был и я, вот этих вот, кто отлетел. Я был, наверное, один из первых, кого просто... Вот эта вот история с телефоном. А тобі не здається, що це було спеціально, може бути, навіть розіграно? СМС-ка Марка, он вешает на тебе, потому что от тебя хочет позбавиться. Да, да, нет, вообще, ты знаешь, мне даже говорили, что там, ну, это вообще, это, знаешь, уже «Игры престолов» какие-то, что вообще было сказано, что это Казаков сдал меня, вот с этой историей с телефоном, что это вот он подал, что это все сделал Лукша, чтобы Марков купился в искренность Казакова, что Казаков не пожалел своего самого верного соратника и друга, и начал доверять Казакову, а Казаков его изнутри съел. Но это просто, вот мне как рассказывают, я говорю, я просто не хочу верить, что настолько такие глубинные игры имели место быть. Хотя не удивлюсь. Поэтому, что там было, я не знаю, но факт в том, что вот происходит эта ситуация с телефоном, а у нас уже натянутые отношения с Марковым, потому что я еще позволял себе некоторые такие дерзкие, смелые выходки, которые никто не позволял. Например, вот самая известная история, когда... Марат Сергеевич очень себя любит. Это, я не скажу, что это грех, любишь ты себя и все. Но, скажем так, он допускает какую-то самоиронию, но ирония со стороны – это чревато. Опять же, возвращаемся ко мне той давности, который сарказм – это мое все, а тем более я тоже себя очень любил в то время. И тут я сижу, гримируюсь, заходит Марат Сергеевич в гримерку, все представляют Марата Сергеевича внешне, заходит Марат Сергеевич, а я то ли занял его место, то ли его время, то есть, или его гример меня гримировал. Факт в том, что он заходит, видит меня, Марат Сергеевич, Дмитрий Лукша. И у него фраза такая, что Дмитрий опять меня подвел или что-то такое. Звучит фраза, и он такой... Катенька, вы что, на гримера, говорит, Катенька, вы что-то очень долго гримируете Дмитрия, я не думаю, что там что-то ему поможет. И я такой думаю, ой, вот это ты меня разнес просто. И я говорю, а вы, Марат Сергеевич, прическу поправить зашли, да? И я понимаю по взгляду уже, что на последних словах, что сказал я это зря, потому что взгляд там был тигриный, просто такой. Во-первых, он в шоке, что ему кто-то это сказал. Во-вторых, что кто-то это слышал. Во-вторых, что ты кто-то вообще, кто это говорит. То есть вот это был... И вот после этого я понимаю, что я уже где-то там... Все. Список на звольнение. Да. Поэтому вот, и у нас уже были с ним натянутые отношения. Он никогда, опять же повторюсь, это умный человек, он никогда это не демонстрировал, но это было заметно, вот этот холод. И вот эта ситуация с телефоном, плюс мои проблемы личные, плюс его война с Казаковым, это идеальный шанс меня отстрелить, убрать с телевидения и чуть обезоружить, сделать слабее команду Кирилла. Так и происходит. Я отлетаю первый, после идет еще более красивое развитие событий. Многие люди, которые были с Кириллом, по тем или иным причинам переходят в команду Маркова. И просто происходит так, что Кирилл остается один. И просто наступает такой момент, когда ему говорят, парень, давай ты уйдешь сам. Если не хочешь каких-то серьезных последствий. То есть, как я думаю, это было сказано, мол, ты же видишь, что я победил, что я сильнее, и из уважения к тебе, к твоим былым заслугам, давай ты уйдешь сам. Я думаю, это было сделано. И не то, что я думаю, опять же, у меня друзья, приятели, знакомые остались на то время еще работать. То есть это было сказано так, и просто, именно как сторонние, хотя не то, что я участник этого конфликта, скажем так, этой истории, но я скажу, что Марат Сергеевич шикарно разнес вот этот противоборствующий лагерь, это было, хотя он был и слаб, но это было сделано красиво. Поэтому, это к тому, какие у меня отношения с Марковым. То есть, хотя, опять же, вот я сидел в колонии,
Мы сидим, обедаем, и, ну, я эту историю где-то в колонии рассказывал кому-то, и вот по новостям передают, мы смотрим новости, и там говорится, что новый министр информации Марат Сергеевич Марков. И кто-то из зэков только говорит: ну, Димон, теперь тебе в Беларуси работу не найти. А я говорю: а кто до этого я вот предложениями засыпан был? Ну, я говорю, ну, как бы, я и так знал, поэтому... Отношения никакие, то есть я уверен, он там сейчас может, задая ему аналогичный вопрос, он скажет: а кто такой Дмитрий Лукша вообще? Это в его стилистике, хотя он прекрасно меня помнит и знает, я уверен. Но просто да, мы уже совершенно разный уровень, и я это понимаю, но он далеко пойдет. Вот он пойдет далеко, и мне будет интересно наблюдать за его дальнейшей... Где он остановится, потому что даже вот то, что он будет министром информации, это вообще поздно его назначили. Я думал, он гораздо раньше станет, вот именно перейдет в ранг чиновников. Я даже сейчас не скажу, что это его конечная станция. Я думаю, куда-то это пойдет еще дальше линия, и даже через, наверное, одну остановку, через один пункт, вот там он остановится. Что это будет, я боюсь, конечно, предполагать, насколько высоко, но то, что мне будет интересно наблюдать за его дальнейшим развитием, это факт. Несмотря на то, что мы, конечно, как бы сейчас вообще, ну, опять же, это громкая фраза, враги, громкое слово. Мы не враги, ну, по крайней мере, он мне не враг. То есть, ну, да, он меня убрал с БТ. Я не знаю, как я бы себя повел в тех обстоятельствах, когда, опять же, при таких картах шла игра. То есть мне понравилось, как он это сделал, несмотря на то, что вылетел я. Но это было сделано красиво. Это была конкретно красивая разыгранная партия. То есть Казаков вел грязную игру, Марков вел красиво. И вот опять же, несмотря на то, что первое в отбой полетел я, это интересный человек. Насчет каких-то, опять же, его личностных качеств, и мне все-таки... Я этого никогда не приму, хотя у нас были споры на эту тему, но это лично моя позиция, он не журналист. И я не принимаю людей не моего круга, не журналистов в нашей жизни. А чому ти лічиш, що він не журналіст? Він же інтерв'ю веде. Ну и что? Что ты лічиш журналистикой? Ну, это как минимум ты живешь этим. Ты как минимум, ты когда видишь какое-то самое минимальное, я не скажу даже происшествие, какую-то ситуацию на улице, а у тебя уже в голове, а как ее можно раскрутить, а как ее можно снять, а как бы ты ее показал по телевизору или сделал какой-то очерк. Вот это журналистика. Когда ты живешь этим, когда ты думаешь за кадриками, как бы это тоже штамповано не звучало. Тобто ти його бачиш політиком? Да. Идеолог, политик. Не, идеолога он уже перерос, он политик. Он сейчас классный политик. Ну, в смысле, классный белорусский республиканский политик. Молодой, умный, умеющий говорить, знающий, что и когда сказать. Хитрый, в хорошем смысле, ну, в смысле профессионально хитрый. Не вот это вот виляние какое-то. Он конкретно умеет пользоваться своей хитростью, своей продуманностью, поэтому он идеальная фигура для чего-то серьезного. Просто, возможно, его и готовят к чему-то, просто сейчас вот он потихонечку идет, и ну вот сейчас нужно поднатореть, забронзоветь в этих чиновничьих кулуарах, возможно, поэтому... А ти думаєш, його на амбіції можуть сягати з президентського кресла? Уверен. Я уверен. И опять же, несмотря на то, что это мой оппонент, я уверен, что так и будет. Я хочу тебе так само распытать про Казакова, тому што у ягоным жыцці быў перыяд, калі ён кіраваў СТБ, і менавіта пры ім з'явіўся Рыгор Азаронак як феномен і новы стандарт прапаганды. Что ты про яго можешь сказать? Сложно мне оценивать, да, мы когда-то были друзьями, как я считал на то время, сейчас я совершенно не считаю, что там даже близко где-то была дружба, это была конкретная корысть с его стороны, и конкретная наивность, и какое-то слепое вот это вот, ну не поклонение, но и не уважение, но вот слепое какая-то вот
симпатия к этому человеку. Потому что он очень классно тогда, чем он меня вообще подкупил, это было очень классно подхвачено им. Я прихожу в зону X, 18-летний пацан. Да, опять же, это оценивается и Казаковым, и другими коллегами, что во мне есть потенциал. Естественно, я писать ничего не умею, но Кирилл хороший журналист, тут ничего не скажешь, он опытный журналист, классный был репортер. Он видит во мне, что из меня, по сути, что-то можно вот будет достать, чтобы сделать хорошего журналиста. И вот на этой стезе начинаются какие-то сразу вот профессиональные заигрывания, что вот он меня ведет по сюжетам, сложнее. А потом начались уже какие-то дружеские отношения, и все это было, да, подыгрывалось, я не знаю, намеренно это или нет, или просто это было классно был считан я, что вот именно игра в журналистику, игра в дружбу и игра бешеная в веселье, кутеж, вот во что-то вот это вот, потому что отдыхали мы бешено, конечно. И я к тому, что я вот 18-летний пацан, который просто с берега окунается во все вот это, вот во всю вот эту дебровскую журналистику, да, где вот сигареты, алкоголь, сенсация, бессонные ночи, побег за каким-то трэшем, все вот это. И ты не можешь из этого омута вылезти, и тебе в нем классно, комфортно, потому что рядом с тобой такие же. И вы в этом, во всем этом крутитесь, варитесь, даже ты не смотришь, что где-то рядом, там, я не знаю, какой-то чистый ручеек, куда ты можешь выйти, а тебе нравится в этом болоте. Вот тебе просто классно в нем. И вот мы были в нем, в этой компании. Кирилл называл меня своим другом. Позже он называл меня своим учеником, хотя я даже открещивался от этого. Вот в недавних переписках перед моим арестом он бросил такую фразу, что «я создал и тебя, и Озаренка». И я говорю: воу-воу-воу, я говорю, ты как минимум мою фамилию рядом с Озаренком ставь. Я говорю, немного ли ты на себя берешь, дядя? Я говорю, ты меня не создал. То есть, это абсолютная ложь. Он меня подтолкнул, да, куда, то есть вот именно в криминальной журналистике, в какую сферу идти, в какую сторону идти, это было. Но что он меня учителем, я его не назову. Учитель у меня был другой человек, именно вот у кого я увидел, по каким правилам нужно быть в журналистике. Это другой человек. И тоже руководитель Зоны X, но он недолго им был. Поэтому с Кириллом у меня были одно время хорошие отношения, как мне тогда казалось, но я сейчас понимаю, что все наши отношения — это была дружба за рюмкой. За столом мы были друзья не разлей вода. А что после этого, там не было никакой дружбы. Конкретно никакой дружбы, это были все слова. И вот начинается эта война на БТ меренье вот этими, у кого круче яйца, между Казаковым и Марковым. Я ухожу, то есть меня уходят, война там продолжается, Кирилл Владимирович успешно ее проигрывает, не вспоминая даже, скажем так, о своих, как говорится за столом, да, громко и пафосно павших товарищах, коим я являюсь, сижу без работы с белым билетом и зарабатываю себе на жизнь, скажем так, совсем не журналистским путем, плюс еще там со своими проблемами, да. Проходит год-два, Казаков сам уже вылетает откуда-то, и просто, не вспоминаюсь я никак, не появляюсь в его жизни, хотя где эти громкие пафосные речи, что мы друзья. И в итоге вот постепенно совершенно другие люди помогают мне вернуться в журналистику, хотя у меня вот 2 года был, скажем так, негласный волчий билет, что никуда я не устроюсь журналистом. Это опять же спасибо Марату Сергеевичу Маркову или кто там принимал это решение, но в том плане, что мне намекали, что мы в курсе этой истории. Ты у черном списке. Да, то есть мне просто говорили, ты классный парень, но дать тебе нечего. И совершенно другие люди возвращают меня в журналистику, и я возвращаюсь, вот соскучившись по этому, и я окунаюсь в эту работу совершенно я не скажу, что у меня изменились, потому что многие говорят, что вот
как резко он переметнулся, да, бывший БТшник, а тут стал независимым журналистом. Да нет, ребята, я всегда был таким с знаком вопроса к любым вещам. Просто это банально произошло взросление и какое-то вот, ну, не мудрость, но поумнел человек, когда ты смотришь на какие-то вещи, на которые раньше ты не то что не смотрел, ты не хотел их замечать, а сейчас ты их мало того, что замечаешь, а ты уже можешь анализировать и делать выводы. И вот просто, возможно, позже ко мне пришло вот это взросление, вот эта мудрость, но она пришла. И я понял, что чем-то не тем я занимался. И вот сейчас мне комфортнее окунуться, вот просто быть тем журналистом, каким я сейчас являюсь, снимать то, что я вижу. А вижу я ёперный театр, что происходит, извините. И вот я возвращаюсь, начинаются мои сюжеты, моя репортерская работа в Беларуси сначала на RTVI, позже на Хабар. И в принципе все идет нормально. Я работаю, опять же мы с Кириллом где-то нет-нет, очень редко пересекаемся. Вообще как, не то что пересекаемся, переписываем. Ну все, мы разошлись. Я не знаю, чем он занимается, он не знает, чем я занимаюсь. Где-то изредка он мог там написать мне что-то, там, с днем рождения, спасибо тебе также, и все. Все изменилось после 2020 года. Вот конкретно все изменилось, притом я не скажу, что это изменилось сразу. Наверное, даже ближе к 2021 году вот началось вот это, когда от него пошла вот эта агрессия. Я его вообще не трогал. То есть, Агрессия в бок тебе. Да, то есть я их не трогал, хотя у меня много было знакомых, те, кто остался на БТ, и с кем-то я опять же дружил, и они остались там. Ребята, оставайтесь, будьте последовательны в своем выборе. Я уважаю ваш выбор, вы там, я здесь. Должна быть между соперниками, должно быть какое-то уважение на уровне того, что это твой соперник, что он тебе противостоит. Вы там, я здесь. Мы играем каждый, там, где он играет. Но здесь начались конкретно... И другие ребята как бы меня не трогали. Хотя, опять же, отвлекаясь, скажу, многие, те, кто работал на БТ, они могли мне написать, и там, Димка, с днем рождения, как ты поживаешь? Хотя мы вроде в разных, абсолютно по разные стороны баррикад, но вот что-то вот это оставалось просто человеческое, и они могли написать, спросить, как у меня дела. От Кирилла ближе к концу 2020 года начались конкретная агрессия началась, что ты дурак, ты не так делаешь, и вот это началось навязывание, и когда я говорю, Кирилл, угомонись, ты посмотри, что происходит вообще, ты что? И вот начинаются фразы, да все правильно происходит, да все нормально, да вообще это еще мало, и все. И я удивлен. Да, он резкий человек, да, он безумный карьерист, и, как я думаю, его очень сильно надломило вот это сильное падение с Олимпа на БТ, потому что я уверен, он себя видел в кресле главы БТ, и в принципе все шансы на это были, в том плане, что его очень любил коллектив. Он мог наорать тебя, обматерить, он орал постоянно, но он был, во-первых, сам бывший репортер, вот человек, который знает вот эту всю структуру с нуля, с низов. Плюс он, да, был неплохой менеджер, прекрасное чувство юмора, человек, обожающий шумные компании, застолья, на всех корпоративах он такой же, как там последний оператор за столом. То есть вот он такой был. Вот он вроде и, тиран, а вроде и свой пацан. То есть вот как-то вот это в нем умещалось, и на БТ его любили. Боялись, но любили. И вот вроде идет, мы понимаем, что под Давыдько кресло шатается, потому что он просто никакой. И не сегодня-завтра кто-то сядет в его место, и тут у Кирилла сразу у него же какой был взлет. Он был начальником Зоны X, потом его ставят главой Беларусь-24 международного кабельного канала, потом его ставят главой АТН, а АТН это вообще основная структура БТ, все рождается в АТНе. И логично все ждали, что следом он где-то рванет еще выше, там где-то в зампреды или сразу в кресло председателя. И тут просто о своих амбициях заявляет Марат Сергеевич Марков, и просто так вот, все. И Кирилл, возможно, а карьеризм там бешеный у человека. И я думаю, вот это, возможно, его подломило, и вот от этого и появилась вот эта
тупое зверство, остервенение, что вот это битье в грудь, что, ребята, я свой, ну заметьте меня, я же свой, я готов, ребята, вот он я. Мне кажется, в этот момент появился, потому что, когда наше было общение, я его не узнавал. Это был фанатик, это, я не скажу, что идеолог, это фанатик, это фанатизм, в который я не верю. Я не верю в его искренность. Это фанатизм, который сейчас в моде, и он нужен сейчас. И даже не то, что он в моде, хотелось бы, чтобы он вошел в моду, им хотелось бы. Но пока, вот, слава богу, не настолько. То бок даць дарогу агалцелай прапагандзе, гэта была спроба заявіць пра сябе, вярнуць сабе уплыў у сістэме. Я думаю, да. Не знаю, как в систему, но именно вот в медийный рынок, в медийное пространство, я думаю, да, что, ну, давайте отдадим должное, что у него это получилось. СТВ всегда был, его за глаза называли не столичное телевидение, а студенческое телевидение, потому что СТВ это был канал, есть БТ, есть ОНТ и есть еще что-то. Вот это что-то было СТВ. С приходом Казакова на канал СТВ просто становится на слуху, как минимум. То есть, когда говорится белорусское телевидение, белорусская пропаганда, в первую очередь все думают на СТВ, а потом на БТ и ОНТ. Казаков сделал то, что он хотел сделать, и насколько это было оценено, это уже другой вопрос. Но да, он просто перевернул все из какого-то безобидного покусывающего комарика, он сделал просто чудовище. Это получилось. Опять же, насколько это хороший путь. Это классный проект, но он недолгий. Это сколько живут такие проекты, которые максимально настроены на какой-то хайп, на какой-то трэш, на какую-то грязь. Они живут, пока они только появились, потому что люди в шоке, что такое есть. И они живут просто какое-то время по инерции, потому что человек смотрит, а что будет дальше, насколько он глубоко опустит свои руки в это дерьмо, чтобы там что-то отыскать и нам показать, и насколько они готовы показать вот это, что он достанет, вот эту грязь все. И когда наступает какой-то момент, что показывать-то больше нечего, что вы шокировали, эпатировали публику, а кроме эпатажа вы больше дать не можете. И зритель устает, и он говорит, что, слушай, ну я это видел полгода назад, а дальше что? Чем вы меня еще удивите? А старт был настолько сильный и в то же время грязный, что и опуститься-то ниже некуда. То есть он просто сходу максимально шокировал невинного белорусского зрителя. А белорусский зритель был невинен до этого ситуации, именно в вопросах пропаганды и вот всего вот этого околпачивания. И просто Кирилл не постепенно это сделал, а просто сразу «на, бери». Я думаю, это и было замечено людьми поумнее, людьми, кто стоит повыше, что давай отыграй вот этот момент, у тебя это хорошо получается. А там посмотрим. Он отыграл блестяще свои 11 месяцев на СТВ. Все. Надо что-то. Человек, который ест фастфуд, рано или поздно ему захочется хорошей еды. Человек получил свою дозу вот этой ужаса, который был выдан просто потоком каким-то. Я в шоке был, когда это увидел. Вот просто я не понимал, что происходит. И сейчас, конечно, человек он захочет думать. Зритель захочет думать. Он просто уже наступил тот момент, когда, я не знаю, там, Гриша, Женя, кто там у них еще, прости господи, это, когда они просто говорят, что вот он плохой, вот он дрянь, паскуда, БЧБшная мразь и все остальное. И человек там первую неделю-два сидит такой, да. Ох, он грязь, ребята, ох, Гришка молодец. А проходит месяц, он просто говорит, а почему? Гриша, почему? А Гриша, а потому что он мразь. И ты такой, спасибо. Похоже, мне здається, только что его почула, реально. На самом деле, отвлекусь от темы, мы когда на Володарке выходили во дворик гулять, и когда вот что-то становилось скучно, я начинал гонять ребят из камеры вот этой голосом Гриши, и соседние дворики кричали: пацаны, Озаренок в какой камере сидит? И мы типа, нет, это пока другой журналист, но все впереди. Вот, поэтому я к тому и говорю, что
Это все было фастфуд. Это был конкретный медийный фастфуд, который выдал Кирилл, и он же его и погубил. Я не знаю, где он сейчас, ну, то есть я, когда освободился, не следил за его жизнью, но там бывший коллега мне сказал, что он где-то там, 7-й цветок на 8-й грядке. Списали в аутиль. Ну, жалко, мне жалко просто, что он себя загубил как классный, опять же, как журналист, как классный менеджер, как медиа-менеджер. Он мог пойти действительно далеко. И даже я не скажу, вы знаешь, вот этих высокопарных каких-то слов «переходи там, на нашу сторону, Кирилл, одумайся». Работай там, где тебе комфортно, если тебе там комфортно, но просто делай это хотя бы честно и не так пошло, не так грязно. Потому что это конкретно грязь. И опять же, мы сколько с ним спорили, и на повышенных тонах, и мат-перемат стоял. В том плане, что он говорил, что вот конкретно его фразы: «Ты, Дима, дерьмо, журналист, и тебе до озаренка еще расти и расти». Вот это была фраза, на что я сказал: слушай, золотые слова, ну, мне прям приятно слышать, что мне до озаренка еще раз. Слава Богу! Он себя, мне кажется, просто вот именно вот этим рождением вот этой звериной, дешевой, абсолютно дешевой пропаганды, он себя просто и закопал. Вот именно вместе с... Хотя, говорят, опять же, я не смотрю, но Озаренок же вроде до сих пор выступает. Да. Ну, вот, то есть, вот Озаренок, все эти... То есть, опять же, если анализировать, насколько качественнее, опытнее работает другой пропагандист, давайте же мы, если пойдем по той линии, Игорь Тур. Вопросов масса. Что он говорит, как, но он это делает аккуратно. Он не вызывает прямого отвращения, хотя бы на него приятно смотреть. Что, глядя на него, ты не забываешь, что это человек с экрана, что это какой-то, каких-никаких мнений лидер, то есть он что-то, на него приятно, может быть, смотреть. Человеку, который, ну, скажем так, не особо погружается в то, что он говорит, но который просто поверхностно будет смотреть выпуски Игоря Тура. Это качественная пропаганда. По-разному можно относиться к тому, что именно, какая у него начинка, но, по крайней мере, это качественно, это красиво, это стильно. И вот это просто, вот, возьми моего пьяного соседа, да, из тракторного завода, и поставь рядом с Гришей, найди 9 отличий. Так сосед, может, даже меньше каких-то пакостных слов скажет. А так, зачем мне это? Зачем мне вот это, смотреть вот эту грязь? Ты на телевидении работаешь, человек, ты должен не забывать вот это, что ты в первую очередь работаешь на телевидении, на тебя смотрят, на тебя должно быть приятно смотреть. А тебе не здаецца, што Ігор Тур сваёй вось такой манерай, самалюбаваннем, іроніяй нагадвае маладога Диму Лупшу? Слушай, ты не первая, кто это сравнивает, я не знаю, как к этому относиться. Да. Ну, многие говорили, и, ну, ё-моё, ну, вообще страшно, если так, да. Но да, есть. Манера поведения одинаковая. Может быть, Кристина так само будет сидеть насупраць меня? Калі пойдзе твоим маршрутом. Ну, скажем так, он же был на этом маршруте. То есть он же был вполне, как рассказывают. Я его не знал лично в то время, но говорили, что он был довольно смелых взглядов. И просто в какой-то момент решил, что проще пойти по дороге БТ и всего остального, чтобы сделать себе карьеру. Потому что там что-то у меня не складывается у него. Поэтому он тоже карьерист, карьерный рост. Поэтому, возможно, где-то что-то... Я вообще не знаю. То есть, ну, я с ним пересекался несколько раз, опять же, в каких-то общих компаниях. То есть, веселый парень. И да, и вот ты меня сейчас просто в тупик поставила, потому что ты, наверное, человек пятый, кто мне это говорит, что очень похожая манера, и мне прямо говорят, что, возможно, он у тебя стиль, ну, как-то... Копирует. Да, и я говорю, не знаю, может быть, но как бы не стоит забывать, что я давно уже уволился, то есть я все-таки с 2016 года не веду, но да, у меня была конкретно моя стилистика ведения передач, ведения репортажей. Я выступал вот так вот, как сейчас выступает Игорь Тур, что, ну, это был криминал, но да, вот там был сарказм, ирония, какой-то стёб, и все это не прикрыто. Ну, не знаю, да, Игорь, ответь в комментариях, как ты считаешь, как это на самом деле, потому что, ну,
Я опять же, я не буду говорить свое мнение, потому что я не смотрел его выпуски целиком, я видел только пару выпусков, находясь в колонии. Да, я заметил это сходство, но больше вот это состоронние люди мне сказали, поэтому я не могу судить, ну, со стороны виднее, возможно, поэтому... Ты працаваў у зоне X вельмі шмат гадоў. Гэта была адна з самых папулярных праграм на канале, як я падазраю. Якія там былі прагляды? Сколько я работал в зоне X, там каждый год проводились рейтинги, они даже в интернете печатались, и вообще по просмотру телепередач в Беларуси. И вот я помню, что самой популярной передачей по просмотрам была «Пусть говорят», российская, а среди белорусских «Зона X». Поэтому какие там просмотры были, я не помню, но то, что там на голову выше обгоняли все другие передачи, вот это факт был. А ты ведаў, хто асноўны глядач гэтай праграмы? Я считал, что я знал, кто основной зритель, но когда я попал в колонию, я понял, что там основные зрители, потому что там просто, там какие-то вещи, когда меня приводят в отряд, и один человек, который отсидел уже 18 лет, и он говорит: а я тебя помню. Я такой: ну, видишь, как тебе повезло, помнишь ты меня, ну здорово. И он говорит: не-не-не, я тебя помню, я помню, что в 2015 году у тебя очки были такие в черной оправе, синий костюм и фиолетовая рубашка. И я стою такой, я не помню, чтобы я-то, а вот они запоминают. То есть они настолько смотрели, это что касается только меня. А калі цябе пазнавалі сукамернікі, гэта было табе ў плюс, то бок яны як бы пазітыўна пра цябе адгукаліся, ці умоўна выказвалі все, что думаете про телек, и про зону X, и про тебе? Ну вот я слышал много, когда вот на тебя просто смотрят, и, вот, знаешь, не хватает фразы, что «слушай, дай я тебя потрогаю, это ты вообще или нет?» Потому что в том плане, что многие говорили, они не верили, что такое может быть. Именно что касаясь вот сокамерников, для них вот телевидение, это вот до сих пор вот это осталось где-то в 90-х, что вот они, вот люди с экрана, это... Небо-жихары. Да, это просто. Вот даже сейчас они смотрят телевизор, и они там такие: ой, ё-моё, то есть они восхищаются вот этими людьми. И тут я попадаю, вот опять же, там же сидят разные люди, у которых срок по 20 лет, по 18, по 15, и они действительно меня еще смотрели тогда. А тут я с ними сижу за столом, ем эту баланду, там решаю какие-то вопросы, и для них это, конечно, было дико, что, ну, ничего себе, я этого человека смотрел по телевизору, а тут сейчас он сидит и он такой же, как я. Поэтому негатива не было. Было очень забавно, когда ко мне подходили, это уже в колонии было, когда ко мне подходили герои моих сюжетов. Вот это было здорово. Расскажи про это. Некоторых я не узнавал. То есть вообще я никого не узнавал, это они меня узнавали, они подходили. Особенно было интересно, когда подошел один человек и такой, говорит: ты же про меня сюжет снимал. Я такой: да. Я говорю: а что за... Ну, у меня сразу вопрос, я говорю: какой год и что за история? Он называет, я говорю: слушай, я говорю, не помню. Ну, извини, вот не помню. Много вас было, ребята, не помню. Но он так вот, у него вот в взгляде было: ну, а я тебя помню, парень. Но он ничего не сказал. Была очень интересная встреча с Сергеем Ивановичем Молнером. Это очень известная фигура в белорусском криминалитете. Я про него делал серию репортажей, когда работал в зоне X. И, наверное, это даже был мой последний репортаж перед увольнением, суд над Сергеем Ивановичем. И тут мы встречаемся в колонии. И вот тут я думал, что что-то мне сейчас и может прилететь, вот какой-то вопросик. Но он себя, ну, скажем так, хорошо вел, хорошо повел. Он меня узнал, он очень, ну, не смеялся, но так улыбнулся, что, ну, он подошел, просто говорит: о, Дмитрий, говорит, как судьба, да, здесь встретились. И потом он очень хорошо относился, то есть я не скажу, что мы с ним приятели, но мы хорошо общались. То есть мы где-то пересекались в столовой, у него всегда вот это было приветствие: Димочка, вот так вот. Когда я выходил из ШИЗО, это вообще он там: Димочка, вот так, надо держаться, все. То есть очень подбадривал. Вот, ну, это из таких интересных личностей, с кем пересекался. Раз ты уже его зачепил, давай тут трошку припынемся. Расскажи про эту справу Молнера, справу шэрых риэлтараў. Так, что там было по сутнасці, тому что пасля на цябе падалі ў суд? Да. Один з герояў гэтай справы, кого судили? Я, в принципе, знал о таком человеке, как Сергей Иванович Молнер. Может быть, это прозвучит каким-то штампом, но, как это выражает, раньше, по крайней мере, выражались в криминальной журналистике, это вот есть такое понятие патриарх преступного мира. Вот в Беларуси вот его можно назвать таким на то время, то есть это был очень серьезный человек.
И в то же время мои, скажем так, инсайдеры с того мира, вот из мира криминала, у меня были люди, которые мне давали информацию какую-то, они говорили, что, ну, у меня был журналистский азарт, надо что-то вот с Иванычем сделать. Ну, в том плане интервью или что-то. Хотелось до него дотянуться, но мне говорили, ну, лучше не стоит. То есть, ну, не забывай, кто это серьезный человек, ну, не стоит тебе вообще влезать туда. И тут его задерживают, хотя в то время казалось, что Сергея Ивановича никто не тронет. Настолько он хорошо себя чувствовал свободно, тут его задерживают. Естественно, я хватаюсь за это, что только я буду это освещать, потому что я хотел работать по этой теме. И вот мы начинаем освещать, большую долю информации именно по делу мне давали, конечно же, сотрудники, вот боюсь соврать, по-моему, с Губопиком мы, кстати, тогда работали плотно, не помню. И вот они давали большую часть информации, конкретно, что касаясь вот официально, вот за что предъявили обвинения, все такое, касаясь уже там каких-то внутренних историй, я уже брал из своих инсайдерских источников. И да, вот сделали мы серию репортажей про Сергея Ивановича, про его группировку, там все растянули, что это там такая вот группировка, что на них там столько преступлений было. И, по-моему, наверное, сделал первый сюжет, и на меня подается вот сразу звонки. Вот я сижу в редакции, и звонки на телефон, на рабочий. И сразу, я помню, было вот... Я понимаю эту реакцию, она здравая была, но были вот крики, агрессия, да вы вот такой, да вы ничего не разобравшись. Я что сделал? Говорю, давайте встретимся. Я говорю, у вас есть претензии, я не прячусь, давайте мы встретимся. Они, давайте хорошо, мы договариваемся встречаться в Бобруйске. Я приезжаю в Бобруйск, без камер, мы просто и собираются родители вот этих ребят, которые были осуждены, жена Молнера была. Ну, много хватало женщин, и вот они мне все рассказывают. Они мне все рассказали, я их выслушал. Я сказал, хорошо, давайте так, чтобы был какой-то консенсус, я продолжаю эту тему вплоть до суда. Я даю высказываться вам, и мы вот подаем со всех сторон. Окей. Так и было. То есть я сделал, по-моему, 2 сюжета, я сделал суд, сюжет из суда, все осудили людей. Но, тем не менее, на меня все... Я давал высказываться родственникам, они вот у здания суда, я их записывал, они говорили все, как они хотели. И это шло в эфир? Это шло в эфир. И, ну, естественно, я буду говорить, ну, на то время я сказал, что вот банда Молнера осуждена, ну, или там группировка, я не помню уже. И, ну, я говорил, там, срок такой-то, признан таким-то, виновным в таких-то преступлениях. На меня все равно подали в суд. Вот за это, что я, скажем так, не до конца принял позицию потерпевших, ну вот, не потерпевших, обвиняемых. Але там доколупывались до неких формальных речей. Кшталту ты сказал, что были забойства, а забойствов нібито не было. Я не говорил, ну опять же, это, знаешь, это было, да, может быть, я был неправ, это было такое вот выкручивание в плане журналистики, что это, как можно сказать, что прошло всего 50% нормы осадок и прошло уже 50%. Ну, то есть я давал вот такую информацию, я ничего там не искажал факты, но я говорил, что... Гиперболизовал. Ну, по сути, да. И я мог сказать, что группировка Молнера занималась, ну, не черным риэлторством, но вот они занимались захватом квартир. То есть они людей вывозили там, ну, брали квартиру, человек продавал им квартиру, они человеку давали дом в деревне, допустим. Ну, по сути, если я не ошибаюсь, так и было. Но в то же время я добавляю, что по Бобруйску прошла серия преступлений черного риэлторства, когда людей убивали просто. Ну и такой, знаешь, я, конечно, ни на что не намекаю, но... Але человек может сам знайти сувязь. Да, поэтому вроде и я ничего не соврал, но и в то же время такое посеял зерно для рассуждения. Поэтому... А это было умовно твое решение, ці это было там продюсерское, что у нас такая программа, нам треба больше эмоций, давай как бы... Не буду наговаривать, это мое, это мой азарт, это я тогда так себя, скажем так, вел такой стиль у меня был, то есть да, мне хотелось больше экшена, как часто говорится. То есть, да, я так делал, ну... Тобі соромно за это зараз? Ну, слушай, что стыдно, не скажу. Может быть, это и ужасно, конечно, но сейчас бы я так не делал. То есть тогда, да, я делал так, это был азарт, вот именно азарт, это был журналистский азарт, потому что хотелось
Хотелось, опять же, повторюсь, какого-то экшена, потому что вот, ну, не хватало мне вот этого. Да, это может быть нехорошо, да, потому что это плохо в том плане, что я не ставил себя на место той стороны. Вот этого не было. Вот за это я не скажу, что стыдно, но это неправильно. Хотя я всегда старался именно это и делать. И многие меня, ну, не осуждали, но не понимали именно вот в криминальной журналистике, мол, вор должен сидеть в тюрьме. Вот по сути такая была позиция. Чего ты там где-то копаешься, чего ты хочешь понять суть этого преступника. Все. А мне было интересно всегда, о чем думает человек, а так ли он думает. Поэтому мало я ставил себя, вот именно касаясь, наверное, той ситуации. Потому что у меня было много историй, когда наоборот, меня лишали премий, меня как первоклассника ругали, когда ты стоишь вот так вот. За что? За сюжеты, когда я намеренно не принимал позицию, скажем так, официальную позицию, а становился на сторону человека, который должен быть заброшен камнями. Вот конкретно могло быть такое, что вот этого человека нужно разбомбить. А я начинаю копаться, и я просто говорю, да вроде не за что. Почему я должен сейчас его вот лупцевать как-то, да? То есть не было такого, вот ты должен сделать. Но всегда это был такой намек, что ты понимаешь, что так нужно сделать. И я делал сюжет, и все равно я там человека как-то показывал с той стороны, как, чтобы хотя бы у зрителя оставалось мнение, что есть там что-то порядочное у этого человека. И вот за это, да, ну, если грубо, я отгребал иногда, и поэтому, если где-то меня заносило вот именно в этом журналистском азарте, то у меня были и материалы, когда вот это могло и выровняться. Конкретно, да, по истории Сергея Ивановича, да, там меня понесло, я не буду отрицать. То есть там вот именно вот был этот азарт, и там меня поперло, может быть, даже не в ту степь, это было, поэтому, ну, да, было такое. А як ти лічиш, чому у судових сюжетах дають увесь час слово прокурорам, але практично ніколи не дають слова позиції оборони? Так, що якби апріорі створяє враження, що чоловік виноватий. Не всегда даже линия защиты, она хотела говорить что-то. Вот из своего опыта, поэтому прокурор, да, они всегда шли открытые, потому что... Ну, ясно. Да, да. Им треба довести справу до конца, да, створить да. уявление, всегда... что я мають рацию. Я вообще всегда даже... У меня первое было, к кому я обращался за комментарием, не прокурор, не адвокат, я всегда подходил к обвиняемому. То есть вот мне всегда было... Скажи, ну вот что-нибудь вообще, то есть не то, что вот это, знаешь, банальное, как вам решение суда, но это самый идиотский вопрос, который можно задать. То есть ты подойди, что-то поинтересуйся, там, ну, исходя из ситуации, банально там, какие эмоции у человека, потому что когда ты слышишь приговор суда, ум, разум, он просто вот, он на втором плане немножко, у тебя эмоции, вот у тебя сразу, и вот это вот нужно поймать, именно как журналисту. Прокуроры, они, да, они априори на первом месте, мы вот обвиняли, мы должны довести до конца. Адвокаты, они всегда чуть так вот осторожнее держались, и они всегда, вот дайте нам время, дайте нам время. А журналисту ты сама знаешь, что нужно же сразу вот с места событий. Мне сейчас надо, в смысле дайте вам время, мне нужно сейчас. А апроч гэтага судовага кейса са справай банды Молнара, на цябе яшчэ падавалі ў суд герои твоих интервью? Да, ну я не скажу, что часто, но хватало судов, но ни один суд, по-моему, не дошел, нет, вру, один суд дошел до суда, ну вот прямо до процесса. А, как правило, все вот эти вот претензии, ну, подача в суд, они заканчиваются вот на этапе, скажем так, каких-то согласований, обсуждений. То есть я никогда ни от кого не бегал. То есть это вот, я думаю, любой подтвердит, даже кто подавал на меня в суд. Звонили, я всегда говорил, давай я поговорю, давай мы как-то выясним. А як удавалося урегулировать ситуацию? Ты знаешь, на самом деле несложно, потому что я всегда говорил, давайте поговорим. Ну, в смысле, давайте я приеду с камерой, мы поговорим. 30% после этого терялись. То есть, ну, знаешь, оно было одно дело позвонить по телефону и вот это вот выпалить, вот это вот ты не прав, ты плохой, ты оговорил нашего человека. А другое, когда тебе спокойно говорят, ну хорошо, давайте я вам даю возможность, вы скажете, что вы думаете. И тут человек теряется. Просто, а что я скажу? Что он невиновен, ну хорошо. Естественно, я буду задавать вопросы, а почему, а как. То есть это моя работа, я полезу в душу к человеку. Расскажи, почему он не виноват. Не потому, что я хочу как-то тебя укусить, а потому, что мне это интересно, это будет интересно моему зрителю. И вот в этом многие люди терялись уже на этом этапе, и они просто
То есть иногда даже телефонный разговор заканчивался фразой там: ой, все, вы не правы, и все. То есть, ну, вот я даже не буду рассуждать. Остальные кто-то, мы встречались, вот как было, опять же, ситуация по делу Молнера, мы встретились, мы поговорили. Некоторые мне даже писали, потом с днем рождения поздравляли. Из родни вот из этих ребят, то есть они нормально писали, там что-то, ну... До суда доходили, ну и на суде, опять же, мы рассказывали, что ну, не было там умысла кого-то говорить. Я не скажу, что хоть на одном из вот этих процессов, вот этих претензий было какое-то предвзятое отношение или наоборот у меня был какой-то защитный тотем только потому, что я работал на Госканале. На многих процессах было даже наоборот, потому что те, кто подавал в суд, они все, у многих была позиция, естественно, первое, доказать свою правоту, и второе, это, ну, представь, ты засудишь журналиста Госканала, Зуны Икс, и вот у них, наоборот, был азарт, и даже адвокаты, судьи, даже на каком-то процессе, я помню, там, вот, то ли судья был, то ли кто, и он даже начинает меня давить, я понимаю, что, черт побери, ни разу он не на моей стороне, он, наоборот, меня еще пытается засыпать. А ці правильно я розумію, що нікому не вдалося виграти справу супроть БТ? Ну, до яких ти мав дочинення? Не, у меня нет, никто не выиграл, и, ну, опять же... І бачиш, що тут є все ж таки, напевно, гэты момент БТ, так, что супроть БТ просто немагчыма выиграть справу в белорусском Возможно, конечно, суде. нет, это машина, конечно, тут я не буду отрицать, в том плане, это серьезная структура, это машина, против которой, особенно рядовому человеку, сложно пойти. Но опять же, у меня был очень интересный суд, когда против меня подавало очень серьезное госпредприятие. И... Тут уже складано. Да, и вот это было интересно, я тебе скажу. И вот у них, знаешь, может даже позиция покруче была. В том плане, что, во-первых, там меня можно было схватить за... То есть я там ничего не переврал, но вот что и со мной часто бывало, это вот мой грех как журналиста тех времен. Очень я любил такие обороты остренькие, чтобы вот человека чуть уколоть. Я вроде ничего не сделал, но человеку мог сделать неприятно. И, то есть, ну, это такой злой сарказм. Вот я любитель этого был, к сожалению. И вот на меня подали в суд, очень серьезное предприятие. Ты не памятаешь назву? Не, они пошивом занимались, что-то вот с одеждой связано. И было вот прямо процесс, выездное заседание, судья, у меня адвокат, у них там тоже, по-моему, адвокат. И директор очень такой, то есть, сколько мне там, 20 лет, и напротив меня сидит успешный бизнесмен, который во главе серьезного предприятия. И он просто, я понимаю, вот он разносит в пух и прах меня. Я там что-то пытаюсь, знаешь, так как-то сказать, там, ну я же прав. И он такой: да какой ты прав? То есть у него бас даже серьезнее, чем у меня был вот голос. Он меня просто задавливает, но я пытался как-то все равно, знаешь, вот это было там, возьми себя в руки, адвокатам что-то помогал. И мы просто пришли к мировой. Хотя у них были все шансы нас раздавить. Второе, на меня подавал в суд вообще, ну вот администрация, вот где находится Мирский замок. То есть вообще на меня подавал в суд вот чиновник. И хотя там я по делу их, я приехал просто снимать, что вот в этом регионе, в этом районе много достопримечательностей, но инфраструктура совершенно не развита. То есть разбиты дороги, нету ничего. И я просто снимаю, я помню, сюжет выходит в эфир, и чуть ли не на завтра мне звонит вот глава вот этого района или кто он там, и просто говорит: ну все, ну парень, готовься. То есть ты наговорил на мой район, и то есть, ну вот, серьезный чиновник на меня подавал в суд. Я с ним разговаривал, и у меня позиция была, что если что-то не нравится, я сейчас приеду еще раз сниму. То есть, ну, ради бога, ну ты со мной, я с тобой так же. И до суда, по-моему, он подал в суд, да, он подал в суд, мы с адвокатом готовили ответ, мы подготовили ответ, отправили это документами в суд, и, по-моему, на этом все закончилось. То есть я к чему? Что были разные суды, и просто, может быть, какой-то фактор играл, что это Белтерадиокомпания, но, по крайней мере, на тот момент у меня отложилось в памяти, что и мы себя вели, ну, мы не то, что были, как, опять же, бывали случаи, не буду отрицать, когда просто на тебя подают в суд, и некоторые такие: ну, ты серьезно? Ну, ты на нас, ну, успокойся. То есть такое бывало. Но мы, конкретно все свои суды, я как минимум давал всегда ответы. А наколькі часто даводзілася разруливать гэтай канфликтной ситуации? Там, раз на месяц, раз на два, раз на полгода? Наколькі гэта Да, была слушай, каждую тягучка? неделю. Ну, это ты что? Это на тебя мог... Ну, опять же, не суд даже, но телефон. Вот я помню, я сидел за столом, у меня вот этот стоит телефон.
стационарный, с трубочкой, все такой дореволюционный. И все, и там звонки постоянно были. Притом даже помню, вот у нас было 2 номера, вот у меня трубка и у начальницы отдела, вот у Виолетты Соколович. И часто было вот там звонок, она поднимает трубку, она такая: ой, перезвоните на этот же номер, где последняя цифра 58. Я понимаю, все, это по мою душу, это мне, это мои жалобщики. Часто совершенно разные люди могли быть в претензии. Естественно, человек видит себя по телевизору, ему что-то не понравилось, а это 90%, что ему что-то не понравится, потому что он попал в криминальную передачу. Естественно, я не говорю какой-то: посмотрите, какой он молодец, давайте равняться на Андрея. То есть, да нет, я рассказываю, что Андрей ай-яй-яй плохо себя ведет. И ему это не понравится. А если Андрей отмахнется, у него есть жена Таня, есть папа Вася и еще куча родни, которые скажут: слушай, ну а давай-ка мы их встряхнем и сейчас позвоним, и я как выдам сейчас им. И такое бывало, поэтому совершенно разные были. Но опять же, ты настолько привыкаешь к этому, что к тебе кто-то в претензии, что, например, для меня было необычно, когда мне позвонили один раз и сказали: слушай, круто, ты вчера моего брата показывал в Zone X. Я говорю: да, я говорю, он потерпевший? Он говорит: нет, он спекулянт, ты его показывал. Круто, мы всей семьей смотрели. Я такой думаю, это со мной что-то ненормальное или, ну, или там что-то не то. Либо там человек освободился, как-то позвонил, сказал, говорит: вы классно меня так показали, ну, я так хорошо выглядел в эфире. Я говорю: а вы кто? Он говорит: вы меня 2 года назад снимали, я 2 грузовика пшеницы украл. Я говорю: ну, может быть. Я говорю: вы поэтому звоните? Он говорит: ну да, я отбыл срок. Я там такой красивый в сюжете был, может, можете мне скинуть. То есть, ну вот, и ты просто сидишь такой... А як ти ввогуле потрапив в Zone X? Пришел. Вообще меня позвали работать на БТ. Я был на 1 курсе журфака. И когда началась на журфаке на 1 курсе вот техника речи, преподавательница отметила меня. И я, как сейчас помню, по-моему, июня, ну, летом, вот уже после сессии, я отдыхал. И мне звонок, и она говорит: Дмитрий, вот я вас помню, у вас хорошая дикция, не хотите попробовать на БТ? Я говорю: ну, конечно, хочу, но почему бы нет? Хотя, да, была позиция, что вот этот юношеский максимализм, что БТ, да никогда в жизни, вы что. Тут меня приглашают, естественно, я понимаю, что это хороший как минимум старт. Я иду, меня ведут к зампредседателя БТ, тогда это был Александр Иванович Мартыненко. И абсолютно, то есть я вот мальчик-первокурсник, и Александр Иванович задает вопрос такой: ну вот, как бы за вас поручились, куда вы хотите пойти? Да бог его знает, куда я хочу пойти. И он, ну я говорю: а куда можно как бы? И он говорит: ну вот в отдел культуры, отдел спорта, еще какой-то отдел называет. Я почему-то подумал, что отдел культуры, знаешь, это будет там... шоу-биз, звезды и все такое, и я вот поеду вот это освещать, я такой: в отдел культуры. Я такой: хорошо. Отводит меня в отдел культуры, где начальник известный, я не знаю, работает он сейчас или нет, журналист Михаил Равуцкий, знаменитый вот этот вот АТН, который, ну вот на слуху, кто помнит старую Белтерадиокомпанию. И тут я понимаю, что это совершенно другой отдел культуры, где нужно снимать, вот как я говорил, премьеры в театре, какие-то выставки. Я не говорю, что это плохо, но я в этом ничего не понимаю. И я пытаюсь писать тексты, а мне это совершенно неинтересно. Из-за этого тексты, ну, полная лажа. Ну вот я даже, вот они у меня пару сохранились, я перечитываю, ну, бред просто. Не сложились у нас отношения с Михаилом Равуцким. И просто в какой-то момент, ну, мне сказали, что, ну, свободен. Я ушел с БТ, вот где-то месяц, вот лето еще я погулял, август, и понимаю, что у меня практика в сентябре. Я должен проходить где-то. Я ничего не нашел. Я думаю: слушайте, а я помню, у меня родители смотрели Зону X всегда. Есть же такая передача вроде. И вот тут началось самое интересное. Я думаю: пойду-ка я в Зону X. Где-то вот, я до сих пор не знаю, откуда во мне эта наглость и уверенность взялась. Я, получается, прихожу на Белтерадиокомпанию, а там какая система прохода. То есть там вот, ну, ты заходишь, и там пост милиции. Тебя пропускают, проводят по пропускам. Меня вот за тот месяц, пока я был в отделе культуры, маломальски уже знали эти люди. И там какая схема? Чтобы тебе выписали пропуск, тебе должен человек выписать из, ну, вот сверху, грубо говоря. Он выписывает заявку на пропуск, эта заявка приносится в отдел, где выдают пропуски, и потом тебе выдают пропуск, и ты, то есть, ну, да. Тут я захожу сразу в этот отдел, где дают пропуск. Я подхожу: здрасте, я говорю: я в отдел Зоны X, в криминальный отдел.
Эта девушка что-то так говорит, на вас заявки нету? Я такой, черт его знает. Я говорю, должна быть. Она такая, да. А вы Казакову? А я без понятия, кто такой Казаков. Я говорю, конечно, ну, о чем вы, ребята. Она говорит такая, ну, наверное, забыли принести заявку. Я говорю, ну, наверное, да. Она говорит, я вам сейчас выпишу пропуск, вы мне потом заявку принесете. Я говорю, господи, когда я вас обманывал? Я говорю, конечно, я все принесу. Она мне выписывает пропуск, я с этим пропуском прохожу пост милиции, поднимаюсь в отдел, где выписывают заявки, и говорю, что здравствуйте, я в отдел криминала, отдел криминальных новостей, куда мне пройти? Логичный вопрос, они, а как вы вообще сюда пришли? Я говорю, в отделе, ну вот, пропуск мне выписали, не, а заявку кто вам давал? Я говорю, черт его знает, я говорю, сказали, вас можно взять. Она такая, ну они молодцы, конечно, ну иди. И стоит какой-то человек на меня смотрит. И они типа, ну в отдел криминала, идите в отдел криминала. Я говорю, а кто Казаков? И он стоит на меня, смотрит просто все эти 5 минут, он говорит, я. И я говорю, я к вам. И он такой, туда. Ну, это соседний кабинет. Я захожу в этот кабинет, там сидят 2 человека, ну, потом мы хорошо общались, репортеры. И опять же, вот это, наверное, последняя какая-то вот искорка моей уверенности и наглости. Я захожу и просто, ну, они сидят, ну, вот представьте ситуацию, сидят, люди пишут свой сюжет. Тут заходит мальчишечка какой-то 18-летний. Я говорю, здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я буду у вас работать. И я, как сейчас помню, сидит одна девушка, она такая, вы не представляете, как мы счастливы. Ну и все, и вот после этого зашел Кирилл Казаков, мой будущий руководитель, и он сразу, что хочешь, тебе практика или работать? Я говорю, я хочу работать. Он такой протягивает мне телефон и говорит, обзванивай, ищи сюжет. Вот я пришел, сказал, я буду у вас работать. Так и произошло. Когда тебя стали познавать на улицах? Через полгода. В магазине просто. Притом, ну, это было случайно. Ну, вот я зашел в магазин что-то купить, и заходит пара, ну, взрослая, там лет 50, может быть, 60. И знаешь, как это часто бывает, когда ты хочешь сказать тихо, но тебя слышат все. И женщина такая, пытаясь сказать шепотом, но, мне кажется, там на кассе услышали. Она такая, о, смотри, мы же его утром сегодня смотрели, во, вот этот, вот этот. Ну, соответственно, мужчина там, где, кто она? Ну, вот этот, ну, как его? Ну, я стою такой, думаю, я тебе подсказать, может, ну, что ты там. А так я могу вообще на пальцах, наверное, пересчитать, когда меня узнавали, потому что могу прямо сказать, я не был такой вот, что идешь по улице и вау. Хотя был момент, вообще моя любимая история, поехали мы в командировку в Гомель, в Гродно. И снимали какой-то фильм, по-моему, документальный, и пошли вечером в кабак. И у меня был тогда режиссер, ну такой, любитель отдохнуть, скажем так. И вот мы сидим в кабаке, я, оператор, водитель, режиссер, и он куда-то уходит, приходит с 2 девушками. Вот мы сидим за столом, и, естественно, вот этот козырь, я знал, что в какой-то момент начнется, что он такой, мы вообще работники телевидения. И, естественно, вот была надежда, что вот сейчас как-то скажут девушки такие, вау, нифига себе, ребята. Ну, естественно, девушки такие, ну, я не там, ребята, ну, каждый в жизни ошибается, но вы работники телевидения, ничего страшного, живите с этим. И это самое, то есть вообще не шел разговор, и вот этот режиссер использует такое, последний козырь такой на меня пока, а я сижу молчу, то есть я думаю, не моя эта война, ну. И он использует последний козырь такой, вы знаете вообще, кто это? Это ведущий Зоны Х Дмитрий Лукша, на секундочку. У меня девчонки так поворачиваются, такие, ну прекращай, ну ты что, там возьми себя в руки, парень. И тут я уже, так, секунду, я говорю, в смысле? Я говорю, это я. И они такие, да, ну ты что, ну протрезвей, мужик, какой это ты? А, нет, даже не мужик, там мальчик, там приди в себя. Я говорю, подожди, а в чем, ну почему нет? Они говорят, да, Лукша, там взрослый серьезный мужик, ты на себя посмотри, какой ты Лукша, ну ты что? Вот это было больно, вот они вот умеют делать больно, те дамы, и я такой, ёперный, вот это меня узнали, конечно. Сколько тебе платили на БТ в наилепшие часы? Слушай, ну до 1000 мы получили, долларов я имею в виду, вот если переводя в доллары, это когда я уже вел передачу, когда вот я был репортером, когда я стабильно делал сюжет на итоговую передачу, а итоговая передача, она самая была оплачиваемая, ну, не получали мы много. Это было хорошо для того, когда ты студент журфака, и когда ты работаешь в Зоне Х, во-первых, это ты можешь рассказать где-то, приезжая к себе в Молодечно, что
я-то работаю в зоне X, и вот этих денег тебе хватит сходить, там, допустим, в хороший ресторан с девушкой, да, вообще сходить в ресторан, опять же, оглядочка на то, что я приехал из Молодечной, там, камон, ребята, ну, как-то пока ты привык к этой жизни. Тогда да, это хорошие зарплаты. Когда же у тебя есть семья, у тебя есть взгляд вперед, что тебе нужно покупать квартиру, машину, тебе там, опять же, хочется хорошо одеваться, потому что ты должен выглядеть хорошо, ну, ты все-таки лицо канала, но я не скажу, что этого хватало. То есть зарплаты были, касаясь, скажем так, каждого, скажем так, опять же, уровня комфорта, уровня, ну, вот кому как, кто как привык жить, если можно так сказать. Поэтому миллионов мы там не получали. Но другая сторона, если ты хотел заработать много, у тебя была такая возможность, но тебе нужно было конкретно... Вот, наверное, самый большой свой гонорар я получил, когда я ввел Зону X, делал сюжеты в передачу, сюжеты на итоговую передачу и параллельно делал документальные фильмы. Вот тогда, я помню, получил порядка, может быть, вот за месяц или 2 или 3 тысячи долларов. А вообще самая моя большая зарплата была, по-моему, 6 тысяч долларов я получил. Это когда я улетел на месяц, если не ошибаюсь, в Россию, когда в России полыхали пожары. И вот нас тогда просто отправили туда, вот меня и оператора, и я должен был каждый день выдавать сюжет. Ну, ты как журналист понимаешь, что это тебе нужно каждый день найти новость. Не просто, что да, день, два, три, к пятнице зритель устанет, что я рассказываю, что в России горят леса. Он просто скажет: слушай, парень, да я в курсе, ты мне что-нибудь расскажи новое. И вот месяц ты что-то ищешь, и ты живешь не пойми где, и там чуть ли не в лесу спать приходилось. И вот тогда, вот я когда вернулся в Минск, мне там что-то, какие-то спецпремии выписали от руководства именно вот за эту работу. Но это вот именно 2 момента, когда пришлось серьезно попотеть. А так мы не получали много денег. Что по соцпакете? Ничего. Никаких бонусов? Я сейчас даже как-то так задумался. Черга на квартиру? Вот при Зимовском было, что когда он был главой БТ, он вот заботился о квартирах. Но это я слышал, это вот мне рассказывали, потому что я пришел уже... Нет, я еще пришел при Зимовском, но недолго он поработал. При нем он заботился, то есть это люди рассказывали, строились дома, БТшникам давали квартиры, это было. Потом это очень как-то все быстро свернулось, и мы квартиры не получали. То есть не было никакого соцпакета. По крайней мере, мы в нашем отделе о нем не слышали. Ну, не в отделе, даже в нашей структуре, в АТН. А ты имел шанс некого карьерного роста на БТ? Я был аккредитован в президентский пул. Ну, в принципе, в пул. Ты працевал там? Нет. Ну, в смысле, я съездил на 2 съемки, но это были съемки, это даже не... Ну как, это они считались в пул, но я, скажем так, я был на мероприятии, где присутствовал Лукашенко. То есть это было 3 июля и, наверное, еще раз 3 июля просто через год. То есть я был, как это там, 2-я или какая линия пула. Ну, то есть когда ты работаешь не прямо с главной звездой вечера, а когда ты где-то около. То есть, ну, вот, да, вот стою я, вот проходит Лукашенко. Это было. Но конкретно вот вести репортажи с его совещаний нет. То есть я был аккредитован, мои документы подавали, но как бы дальше это не пошло. В то время, когда аккредитовали меня, была очень сильная команда в Зоне X. И ходил такой слух, что руководство не совсем хочет, скажем так, разбивать эту команду, потому что если ты уходишь, если тебя забирают в пул, ты уходишь с головой туда. То есть ты все, ты не имеешь отношения к... Невозможно совмещать, что сегодня ты выступаешь с паркета, а завтра ты с места событий, где мелом кого-то очерчивают. То есть, ну, нет, ты уходишь туда. И был такой слух, что руководство просто не хочет разбивать вот эту сложившуюся команду Зоны X и под разными причинами просто не отдает своих людей куда-то дальше. Потому что не только я был такой, кого звали, были другие ребята, их звали, кому-то даже свои передачи предлагали.
И конкретно с ними был разговор, что не уходи из зоны X. И доходило прям до криков, до ругани, и вот эти вот стандартные, знаешь, вот эти угрозы, что да кому ты будешь нужен, да ты там в какой-нибудь пуховической газете себе места не найдешь после этого. А для тебе самого это было окей? Потому что пух — это чистая пропаганда, то бок, ну, якби, Нет, во-первых, по шерсти горш быть не может. Да, согласен, но, во-первых, я был тогда очень молод, это мне, наверное, было года, ну, короче, молодой я был, 21-22, наверное. И я просто вообще не понимал, что это, ну, то есть, это, знаешь, это мне, я помню этот момент, зашла моя начальница, ну, один из руководителей агентства теленовостей, руководительниц. И она просто зашла: Лукша, принеси завтра то-то, то-то, то-то. Я говорю, что случилось? Она говорит, будем тебя в пул аккредитовывать. И знаешь, для меня это прозвучало так, мол, там, собирай вещи, Само завтра... собой. Да, то есть, ну, завтра едешь к бабушке на лето. Ну, я разумею, што, напэўна, у гэтай сістэме гэта найважнейшая прыступка для росту кар'ерна. Да, нет, так я говорю, мне это настолько было и нехорошо, и неплохо, то есть я относился к этому, ну ок, и все. То есть, хотя потом один человек, который там в пуле работал и долго еще после этого работал, вот у него была фраза такая, мол, ну, с какой-то завистью, с каким-то таким вот, что это тебя в пул берут. И вот у него фраза прозвучала: пул — это венец карьеры. Потом мы шутили, это не венец, это карьера. Ну, поэтому, ну, много ошибок в слове венец. Поэтому я вот не буду ничего говорить, что тогда я это никак не воспринял. То есть, опять же, я был молодой, горячий, азартный журналист. И я безумно хотел работать. И, возможно, если бы я съездил на одну съемку, ну вот на настоящую пуловскую съемку, потому что, как потом я слышал, как ребята там работают, и это полный привет в том плане, что я не беру там какие-то, вот как ты сказала, там пропаганда и все такое. Это ты просто стоишь, там сколько, 3-4 часа вот с этим блокнотиком. Да. Робишь выгляд. И знаешь, ну как бы это ни звучало, я бы стоял и просто такой... Вот как в этих приколах, ребята, драка будет какая? Ну, и чего я приехал? Я криминальный журналист. Чего я сюда приехал? Вот я бы просто с ума, наверное, сошел. Вот Бог миловал, я вот просто не доехал до вот этих. Возможно, в тот момент я бы понял, что нет, ну, не мое это. Сябры, падабаецца відэа, стаўце лайк, так больш беларусаў змогуць пабачыць гутаркі ток. Нагадаю, што нас можна падтрымаць рублём проста на Ютубе пад гэтым відэа. Мы будзем вам вельмі ўдзячныя. Дзякуй, што вы з намі. Ці адчуваў ты калісьці сорам ці дыскамфорт, што працуеш на БТ? Што ты частка БТ, што ты прадстаўляеш БТ, што ты твар БТ? Дискомфорт, да. Дискомфорт, да. Я даже помню этот момент. Была одно время такая фишка на БТ. Молодых журналистов, вот именно вот этих горящих, слепых, наивных, отправляли на различные оппозиционные марши, шествия и так далее. В команде БТ АТН это называлось «стать злым», поднатореть в журналистике, потому что, ну, ты попадаешь в социум, даже если он совсем маленький, где тебя априори не любят. И ты, ну, а ты должен как-то, ну, ты же не будешь ходить, грубить, хамить, ты должен как-то вот лавировать, остаться с лицом. Но вообще это называлось так красиво, громко, да. Вообще это просто тебя пытались, это круговая порука была. Вот и все, тебя просто толкали туда, что ты часть корабля, часть команды, один из нас, один из нас. Тогда мне не было стыдно. Во-первых, я ничего не вкладывал в эту съемку, для меня это была рядовая съемка. Я поехал снять, ну, мое отношение тогда, я поехал снять, как люди ходят по Минску. Тогда... А ты не памятаешь, что это было? Какой год? Года, это, ну, так, в 8-м я пришел на телевидение. 10-й, напомню. 9-й, 10-й, 11-й, вот где-то вот до 12-го года я ездил. Это были Дни воли, Чернобыльский шлях. Площадь 10-го снимал? Конечно, 10-го снимал, все, ну, это уже было, это я уже был серьезный журналист тогда. А я именно вот, когда вот я молоденький хлопчик, и вот я еду, и у меня было отношение, да, что, ну, я еду, люди ходят. А чего они ходят? То есть, ну, да, глупо, наивно, нельзя было так вести, но вот была какая-то вот эта профессиональная инфантильность. Было, да, к сожалению, да. И мне было стыдно, но опять же не стыдно, а некомфортно в году, наверное, 13-м. В общем, я уже вел даже «Зону X», я уже был ведущий,
И вот у меня уже тогда начинаются какие-то вот эти сомнения, нотки, а что вообще, как, а что происходит. И тогда, кстати, многие, вот может ты даже подскажешь год, когда вот эта стоп-бензин акция началась, вот это все, не помню, какие года. Ну, 11, напевно. Ну, значит, в 11-м это было. Ну, вот, когда вот начались вот эти акции «Стоп-бензин», и тогда многие сотрудники БТ говорили, мы не поедем снимать. В смысле вы не поедете снимать? И я хорошо помню одного оператора, который сказал, так я согласен, что они делают. Но это перебор, ребята, что происходит с бензином. Я не пойду. Если я пойду, я буду также стоять, сигналить. А тут когда вот эти пробки были, двигаться, сколько там, 40 км в час или сколько. И многие тогда сказали, мы не пойдем снимать. И тогда вот начались какие-то первые вот эти зачатки переговоров вот с первыми бунтарями БТ, что, ребята, ну надо, это никуда не пойдет. И вот тогда, я помню, вот я и конкретно этот оператор, мы вдвоем пошли снимать, вот купленные вот этими словами, что, ребята, это для внутреннего пользования, это никуда не пойдет. А то, что потом через год-два это использовалось где-то в документальных фильмах и было подано совершенно не так, как нам обещали, это мы, естественно, на то время не подумали. Поэтому вот тогда мне было не по себе. И вот, наверное, вторая знаменитая история, я не знаю, застала ты ее или нет, но старая гвардия оппозиции, Молодого фронта помнит мое участие в съемках фильма «Молодой фронт. Киднеппинг». Да, вот это, хотя я вообще, по сути, никакого отношения не имел к этому фильму. То есть, опять же, меня, как молодого свободного пацана, попросили съездить сними. Вот хотя, опять же, я понимаю, разыграно было классно, просто тот человек, который был автором фильма, он не захотел светиться. А тут Димка Лукша, молодой, подающий надежды, горячий репортер, съезди. А тебе патлумачили контекст? Что это будет там політичный фильм про молодь, мы будем их топить? Нет, там было... Вот, я тебе говорю, как это было. Дима, ты завтра свободен? Ну, конечно, я свободен, я тут работаю без году недели, мне ничего снимать. Ну, то есть на дурака такие моменты. И съезди завтра куда там, Старые дороги, по-моему, нужно сделать съемки для фильма. Я говорю, а что за фильм? Ну, там, у Юры какой-то фильм, но сделай ему под съемки, он не успевает, зашивается. Ну, хорошо, мне говорят, приди там во столько-то на работу, там, ну, ранний выезд был. Я прихожу, садится в машину какой-то человек, какая-то женщина. Вы кто? Меня зовут Василий, я сотрудник КГБ, это мама нашего героя. Хорошо. Мы приезжаем в Старые дороги, я говорю, что снимать надо? И, говорят, вот мы сейчас пойдем в квартиру, я узнаю на месте, что это квартира Дмитрия Дашкевича, мне на месте рассказывают, кто это, потому что, я не был настолько погружен во все это, мне на месте рассказывают, кто это, притом, естественно, подается, что это плохой парень, а родители у него алкоголики, а сейчас мы зайдем, как это все снимем, а мама, а вот ребенка он увел, и все, то есть это подается. И мне параллельно звонят из Минска говорят, что «Дима, ты сними, принеси диск, мы тут сами, тебе только снять». Хорошо. Мы снимаем, и все, я отработал вот этот день, мы приезжаем в Минск, я даже его не отсматривал. Я отдаю этот диск автору фильма, и вот буквально вообще про него забыл, про эти съемки. Все, дальше я работаю по своей схеме. И сколько там образно 2 недели проходит, мне звонит, пишет подруга из Литвы, хорошая подруга, она училась в Литве, и она такая: «Дима, что у тебя происходит?» Я говорю, что происходит? Она говорит, у тебя контакт разрывается, страница ВКонтакте, что случилось? Я говорю, черт его, а я на съемках, наверное, каких-то был. Я говорю, да черт его знает, я приезжаю, захожу, а у меня там просто ты подшвара, ты... Я реально не понимал, что произошло. И тут я там листая стену вниз, думаю, где же я так хроманул, что я сотворил? И тут вот я выясняю, что там на 2 секунды меня светанули в кадре. И кто-то из моих однокурсников меня узнал, на журфаке сказали, это Дмитрий Лукша. Все, пошла. Поэтому и в тот момент у меня конкретно была растерянность, я очень растерялся, я не знал, что делать, потому что такая волна хейта была, это просто, и я вот такой сижу, просто думаю... Ну ты зрозумел, за что? Ну, конечно. Во-первых, я сразу посмотрел этот фильм, то есть я же говорю, я не понимал, что... Да, «Молодой фронт. Киднеппинг». Ну, что к чему? То есть, на тот момент, то есть, знаешь, вот опять же, вот это наивное отношение, «Молодой фронт», политическая партия, киднеппинг. Что такое? И я посмотрел фильм, и я уже такой, блин. Ну все, пазл сложился.
И я ничего не писал, ну, в смысле, там, нет, вы сами такие, все остальное, да, я ничего не отписывал. Единственное, мне было, и опять же, я считаю, это было неправильное поведение людей, ну, эмоции, да, но мне позвонило только 2 человека на телефон. Мой телефон был слит в сеть сразу же. Вот мой телефон, и я помню вот это вот, давайте позвоним Диме, выскажем, какой он нехороший парень. Мне только 2 человека позвонило, и это не было там сразу поток, просто, Дмитрий, вы снимали этот фильм? Я говорю, нет. Я говорю, я рассказываю, говорю, я снял 1 эпизод, я говорю, вот на меня в нем светанули, я говорю, больше я к нему не имею отношения. Я говорю, ну, ребята, ну вот, да, такой я вот дурачок наивный. И вот 2 мужчины, я как сейчас помню, звонили, и они типа, хорошо, спасибо, я вас услышал. Я не знаю, кто это был. И потом один из них разместил на каком-то чате, что я сегодня разговаривал с Дмитрием Лукша, и вот он мне рассказал вот это. И потом там уже начали ребята, другие студенты выносить, что ну, Дима только, вот, он снял только эпизод. То есть а на меня же конкретно вешали, что я автор. І там ще всі удивляли, що от 19 лет, а он уже такі фільми валить. Треба додати, що всі інші там, колеги тогочасні твої оказалися більш розумними і більш нема ніводного твара. Один твар журналістський, який з'являється у кадрі, твой. Ні, так там було, конечно, да. Вся злость там, нет, была там, накирована на там тебя. не работала тогда команда над фильмом, там работали 2 человека. Я, вот, который поехал провести вот эти съемки, и непосредственно автор фильма, который вот все это делал. Ну, естественно, себя он светить не будет. А он человек опытный в этом сфере таких Нашли фильмов. лоха. Да, получается так. То есть, ну, я даже говорю, просто... Ну, и при том с ним был разговор на эту тему. Не я с ним разговаривал. Разговаривал как раз-таки Кирилл. Опять же, это со слов Кирилла, но он сказал, он подошел к человеку и сказал, зачем ты Лукшу подставил? На что он сказал, ну, а что, пора становиться злее. Вот это его фраза, то есть, я не знаю, было это сделано намеренно, и хотя мы все, ну, тогда на самом деле весь отдел Зуно X встал на мою сторону, что это неправильно, что нельзя было там так подставлять человека, потому что даже не касаясь, ну, хотя нет, наоборот, касаясь такой тематики, острой, сложной, противоречивой, ты конкретно кидаешь пацана вообще неопытного, который только-только начинает путь, ты кидаешь на съедение. Вот просто нате, ешьте его, а моя фамилия. Его фамилия не всплыла, кстати, вот до сих пор неизвестно, кто. Ты не хочешь его назвать? Прокопов Юра. То есть, ну, он уже не работает, да, это был Юра Прокопов. И поэтому вот меня бросили туда, и тогда вот Зона X ребята стали на мою защиту, что нельзя было так поступать, и Кирилл сказал, что он сходил, поговорил с Юрой, и Юра сказал, вот его слова, ничего страшного, будет злее. Все. То есть на этом не было никаких, ну... Як це на тебе повпливало? Що ти в політику почав заходить и разбираться, что там Нет, отбывается? это произошло позже, в политику я начал, вообще это гораздо позже, мне вообще пришел интерес влезть в политику, это пришло вообще после 2010 года, и даже не на фоне площади 2010, а вообще гораздо позже, когда уже просто сам начинаешь что-то наблюдать. Ну, вообще ситуация с фильмом было тяжело первые дни, потому что я не привык к такому количеству хейта, и мне казалось, что все, карьера моя, конец. Мне было даже, ну, некомфортно, ну, не страшно, нет, не страшно это было, но некомфортно выходить на улицу первые дни, потому что я считал, что все вот эти люди, они все меня знают. И они все, и вот там вот пройдет человек, который на меня писал вот эту гадость, вот этот пасквиль и что-то еще. Первые дни, ну, у меня тогда хорошо ребята, друзья мои, с которыми многими до сих пор дружим, они тогда меня подбодрили как-то. Ну, кто-то говорил, что типа, ай, забей. Ну, покричат, успокоиться, Дима. Кто-то говорил, что, ну, слушай, ты знал, куда лез. Ну, опять же, ты знал, куда ты влезал. Это журналистика, что эти дифирамбы только будут петь. Нет, принимай то, как есть. Ну, бывает и такое. То есть, и постепенно просто, я не скажу, что меня это как-то сломало или надломило, но глаза открыло на многое именно в том плане, что будь-ка парень готов ко всему. И это не касаясь не только позиции сторонних людей в интернете, а к тому, что, в принципе, будь готов ко всему, что тебе предложат и вообще кто с тобой рядом. Вот это, наверное, произошло. Очень скромно, очень мелко, потому что, скажем так, я начал присматриваться к людям в массе, но не детально, не в единичных случаях. То есть был, наверное, какой-то избран мной какой-то
социум людей, которые вот это мои люди, все остальные плохие. Но то, что в этом, кого я сам же избрал, еще есть вопросики, вот тогда у меня еще этого мнения не возникало. Но первые вот именно моменты, что я начал присматриваться к людям, к позициям, да, это произошло. А так, ну, было тяжело первые 3 дня, потом просто ты понимаешь, ну, надо двигаться дальше, надо работать просто, ну, будь умнее. А у яким ключі ти площу 10-го года освітляв? Пам'ятаєш? Репортером на месте событий. Ну, у сенсі, з якого боку? Що вийшло? Постфактум. Ничего, ну, в смысле, от меня я не выдал ничего. Я был просто, я снимал и передавал диски на, это все снималось на дискеты еще, и передавал диски на Макайон, ну, в штаб, скажем так. А для так. тебе тоді гэта было окей? Тому що, ну, відвочно, у яким ключі гэта пасля будзе выкарыстана? Ти можеш навіть класно адпрацаваць, зрабіць все па стандартах, так? Ну, пасля сядзе рэдактар і парэжа так, як ім трэба. А яны парэжуць так, што гэтыя все людзі прастытуткі, алкаголікі і наркоманы. Честно, вообще не задумывался. Вот не было тогда такого. Опять же, может быть, и были какие-то... Были вообще, сразу вот как началась электоральная кампания, были моменты, мне было безумно интересно, кто будет кандидатом, да. Перед этим была кампания какого года, 6-го, или когда вот площадь была, и тогда вот я был школьник, да, но я был уже тогда вот этот юношеский максимализм, я ходил со значком за свободу, все такое. Ты был за Миленкевича? Нет, я был за Козулина. Мне безумно нравился Козулин, несмотря на то, что я был школьником, но мне нравился Козулин, хотя, опять же, возможно, именно он тогда попал в мое вот это юношеское сердце, что вот именно вот эти резкие какие-то движения, высказывания, потому что я помню, как я смотрю Козулина, который, во-первых, берет, рвет какую-то газету, и потом вот эта вот фраза «Где деньги, Александр?» И я просто смотрю такой, да ладно. Это настолько красиво, настолько смело. И опять же, дальнейшие вот эти вот действия, да, они были резкие, они были не совсем гибкие, но меня он туда подкупил. Тем более, ректор БГУ, а я собирался уже тогда поступать в БГУ. То есть, ну, чем-то он меня подкупил. Я был вот за Козулина. И я к тому, что после этой электоральной кампании мне было безумно интересно, какой будет кампания 2010-го. И я ждал какие-то харизматичные, красивые, классные фигуры. И вот честно я скажу, во-первых, я в шоке, что их там сколько было, 7 или 8, по-моему. Много, в общем, вот кандидатов. И я просто смотрю такой, а вы кто вообще? Это я не говорю, что они не популярны, я их никого не знал. Даже не знал Владимира Никляева. Хотя потом, когда начал интересоваться опять, там нифига себе, человек известен. Поэтому я не знал этих людей, кандидатов, они мне были неизвестны. Я не лез в политику, хотя должен был. Ты журналист, ты должен разбираться в повестке дня. Я не лез. Я считал, что вот опять же, я журналист отдела криминальных новостей, я знаю, как выглядят все воры в законе, я знаю, как зовут главарей всех группировок, вот это я знаю, потому что я только криминальный журналист. Политика это так уже, домашнее задание, нагрузка. И да, сейчас я понимаю, что это неправильно, но тогда я к этому, у меня и было отношение, я съездил, отработал. Я отработал свой рабочий день, а что это будет, как дальше... Хотя, опять же, вот скажу, что мне было, вот звоночек, опять после которого я задумался, когда там это было, 19 декабря, по-моему, были выборы, 20 декабря рано утром вот эти вот все видео с Костусевым, с, кто там еще был, Романчук, Ус, Костусев, кто-то 4-й был из кандидатов, когда на утро Терещенко. Вот Терещенко и Костусева, вот это видео записывал я. Вот я утром поехал, и Терещенко приехал сам, рассказывал, что неправильно было вот эти минувшие события, которые произошли ночью. Ну, Терещенко, в принципе, был пограничный такой кандидат. И тут приезжает Костусев. Ну, он не приезжает, его привозят. И у меня еще работает вот эта наивность, непонимание какое-то. В том плане, что вчера я работал на площади, ночью. Я видел Костусева, который стоит на трибуне и говорит некие лозунги, а тут он приезжает
и говорит, что вот, да, як мне стать, як мне лепей стать, давайте, да, я зараз дам інтерв'ю. Я, як кандидат на посаду президента від партії БНФ, і партії виступали завжди за мирні акції протесту. Ну, на жаль, знайшлись шерах людей, яким захотелось зробити провокацию. Я помню свой шок в том плане, так, стоп, что происходит? И я задаю этот вопрос человеку, который его привез. Я говорю, простите, я говорю, а как так? И он мне совершенно спокойно говорит, сломали. И вот у меня был шок, что ночь. И человек настолько вот меняется его поведение, меняется его мировоззрение. Хотя, опять же, я не скажу, что в том интервью Костасев как-то осудил события. Просто он высказался, что там я против насилия, против жестокости. Ну, насколько я помню, это же было очень давно. Но тогда у меня было первое, что так, что-то происходит. Ну, как-то это странно, что вот человек вчера был один, а сегодня ночью он другой. То есть вот такие моменты были, но... Вось глядзі, просто насамрэч зараз гэта паўсюдна, так, вось гэта інтэрв'ю з палоннымі, ну такое сабе. І у прынцыпе вось гэты кейс это як бы першыя крокі перад гісторыяй таго, што сёння мы назіраем. Вось як ты сёння ставішся да Лебедзева і да іншых журналістаў двухкосях, канешне, так, якія прыходзяць і робяць вось гэтыя інтэрв'ю з вязнямі, якія яўна па сваёй волі не хацелі б гэтым займацца? Нет, но сегодня я скажу, что это совершенно другое, потому что тогда это не было столь обыденно, столь привычно и столь в порядке вещей. То есть я не помню, помимо вот, наверное, того 10-го года, что вот за время работы на БТ, как я помню, покаянное видео, это все после 2010 года, это видео, даже одно, я не скажу, что у Костасева это было видео, где он просит какое-то прощение, было одно покаянное видео, это у Дмитриева. Начали надвигаться пьяные молодые люди, завязалась драка, вот, и подоспевшая милиция смогла эту драку разнять. Сотрудники милиции не виноваты в случившемся. Вот привозят кассету, откуда-то там ее привозят, я не знаю, не помню, то есть откуда, но понятно, что не с другого телеканала. Привозится кассета, где вот по классике жанра стоит Андрей Дмитриев у стенки, растерянный, с взъерошенными волосами в этой своей красной куртке, помятой, грязной. Вот я вижу исходник, и там вот он... Что мне сказать? И вот потом вот это начинается по тексту. Это было единственное, это было первое. Это, да, вот первые зачатки вот этого жанра, вот этой вот темы какой-то, не знаю, журналистика не хочется даже называть. Сейчас это другое. Сейчас это настолько в порядке вещей, к сожалению, что человек не может не знать, для чего он это делает. Даже не то, что не может не знать, я сейчас не обеляю себя или тех ребят, которые работали при мне, мы тоже знали прекрасно, для чего это делается. Но продолжать это делать и еще смаковать вот это неправильно. Человек сейчас загнан, человек сломлен, человек растерян. Ты находишься в позиции победителя, в позиции того, кто вот клюет, кто пытается заклевать, но ты хотя бы дай своей жертве просто сказать то, что она может сказать. Не надо издеваться, не надо вот эти поддергивания, вот эти щипки еще, уколы, чтобы добить. Ты не знаешь, что человек себя чувствует. То есть у человека внутри в тот момент страх, стыд, растерянность, испуг, злость где-то еще, а ты еще вот эти вот издевки какие-то. Ну и чего вы добились? А я ведаеш, нават не пра гэта, я просто не магу зразумець факт. Вот ты разумееш, да, што табе прыводзяць зламаных, закатаваных людзей, нават калі не зламаных, так, калі чалавек просто не зламаны, але ведае, для чаго ён гэта робіць. Тым не менш, закатаваныя людзі. Вось як ты можаш увогуле, што табе ўнутры можа дазволіць вот сёння размаўляць з такімі людзьмі? Ось як можна сябе апраўдаць пасля гэтага? Таму што для мяне чалавек, які гэта робіць, становіцца роўна ў пазіцыю ката, у пазіцыю карніка, у пазіцыю чалавека, які знішчае іншых людзей маральна.
А я уверен, что там и не задумываются люди об оправдании. Я уверен, что те, кто записывают такие видео, именно касаясь журналистов, которые вот подходят, у них работает вот этот синдром победителя. То есть они в данной ситуации, есть победители, есть охотники и жертвы. Вот в данной ситуации, не будем касаться, много их было, да, кто подходил, да, к этому бедному человеку, который сейчас оказался пойман, скажем так, да, затравлен. И я уверен на 100%, что они не задумываются, вот эти журналисты, эти люди с микрофоном, которые стоят, что они что-то делают не так, а что будет завтра. Они конкретно сейчас чувствуют себя победителем, что вот моя добыча, вот моя жертва, и это мой трофей. А почему я не могу сейчас с ним повести себя так, как я считаю нужным? И мне интересно все в его слабости, в его надломе, в его вот этом вот. Он же вчера, тем более, сколько и я встречал вот этого. Ты думаешь, им не доставляет удовольствия вот это видеть, что когда-то выходили бравые, сильные, смелые, красивые, а сейчас ты жалкий? Это же, ты что? Это для определенных личностей это просто как наркотик. Потому что ты раньше что мог к нему, не касаясь каких-то конкретных личностей, да даже простых людей, которые ходили, они были красивые. Он был красивый, он улыбался, он шел по своему городу, он был счастлив. У него было то лето 2020 года. Ты был где-то там под веником, а сейчас этот человек стоит, да, он жалкий. Потому что по нему прошлись таким утюгом, что мало кто может это выдержать. И он стоит, трясется, он боится за все и за всех, а ты наконец-то вышел из-под пола какого-то, и ты сейчас расправил крылья, а он уже никто. Поэтому они вот с этого, многие, к сожалению, не буду говорить, что все, но я вижу прям, как они смакуют, как они тащатся с этого откровенно, что им круто, что вот этому человеку сейчас, что он никто. По их мнению, да, то есть, да, бывает такое, что человек внешне, он просто кажется, что он никакой. И вот они просто получают с этого удовольствие. Поэтому я не думаю, что конкретно те, кто сейчас делает такие видео, смакующие людское, даже если не горе, но слабость, что они думают о каком-то оправдании и вообще, что это можно как-то оправдать, что потом ты скажешь, как я сейчас говорю, да, что вот я не задумывался. Да нет, ребята, сейчас это немножко уже, как бы это ни звучало банально, это немножко другое, сейчас все понимают, сейчас время другое. Вот что ты делаешь, каждый из них понимает. А вот что будет дальше, я думаю, они просто не задумываются. Вот настолько они опьянены, настолько они, возможно, слепы даже в своей вот этой эйфории, что они сейчас считают, что вот нам хорошо, мы это сделали, и вы все просто сейчас вот такие. Думаю, да пошло все лесом. И я просто на все дворики начинаю орать. Я такой говорю, Полина, Зая, я люблю тебя, я тебя тоже. И просто все дворики начинают аплодировать. Я поворачиваюсь, один парень стоит, плачет. Я говорю, ты что, с ума сошел? Я говорю, ты чего плачешь? Я говорю, Димон говорит, это так красиво, это просто, вы кричите.